А прогнозы-то не самые утешительные. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие угрозы стоят перед Таджикистаном. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого нового. Социально-экономическая неопределенность, предстоящий транзит власти, нестабильность на границах с Афганистаном и Кыргызстаном, социальная напряженность в ГБАО – это вызовы, которые, по словам экспертов, стоят перед властями Таджикистана в 2020 году. Обстановка вокруг Таджикистана и внутри республики с первых дней 2022 года остается неспокойной. Массовые протесты в Казахстане закончились с последующим ослаблением позиций первого президента этой страны Нурсултана Назарбаева. Транзит власти, который все эти годы готовился казахстанской политической верхушкой, не оправдал начальных ожиданий. Для Душанбе, политическая модель которого очень схожа с Нурсултаном, такое развитие ему не может быть на пользу. Единственной страной региона, в которой не прошел еще транзит власти, остается Таджикистан. На этом фоне нерешенный приграничный конфликт с Кыргызстаном, который вновь обострился в конце января текущего года, а также затяжное противостояние силовых структур и местного населения в ГБАО дестабилизирует перспективы грядущего транзита, наиболее важного политического события ближайших лет. Душанбе демонстрирует непоколебимость текущего политического курса, однако эксперты указывают, что задач, требующих сиюминутного решения, становится все больше, а времени для их достижения все меньше. Независимый политолог Сулаймон Шахзода отмечает несколько наиболее важных вызовов, которые будут беспокоить властей Таджикистана. Неопределенность в связи с пандемией коронавируса, отсутствие позитивных перспектив во взаимоотношениях Душанбе с Кабулом и Бишкеком, развитие международной ситуации вокруг России и Украины, отсутствие четкой комплексной программы или дорожной карты по урегулированию ситуации в ГБАО, где протестные настроения имеют тенденцию к увеличению. От решения этих задач в ближайшей перспективе, по словам собеседника, будет зависеть стабильность политического режима. Ухудшение ситуации вокруг России и Украины чревато новыми санкциями в отношении Москвы и ослаблением курса рубля. Это напрямую скажется на платежеспособности таджикских семей и на курс таджикского самани. Отсутствие конкретного решения по вопросам границы с Бишкеком в свете последних конфликтов оставляет ситуацию взрывоопасной, когда любая бытовая ссора может реанимировать межгосударственные столкновения. Что касается Афганистана, то с наступлением весны эксперты предрекают новые столкновения между этническими группами. По словам Шахзода, власти, возможно, осознают эти угрозы, но их действия, особенно по силовому решению социальных вопросов, могут дать обратный эффект. Аргументом в пользу угрозы стабильности могут быть и показатели делового климата. Согласно данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, за прошлый год более 20 тысяч предпринимательских субъектов прекратили свою деятельность, что на 4 тысячи больше показателей 2020 года. А как вы относитесь к такому прогнозу эксперта? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Политолог Парвиз Муладжанов в своей статье помимо перечисленных проблем указывает на утечку мозгов и нехватку квалифицированных специалистов, рост цен на основные продукты питания, составляющие рацион большинства населения, сокращение среднего класса. Эти вызовы в равной мере оказывают влияние на все государства мира, но особенно на страны, которые не имеют в своем распоряжении достаточно ресурсов, чтобы противостоять им. Таджикистан относится именно к этой категории государств, поэтому результаты глобальных вызовов для него могут иметь более серьезные последствия, пишет Муладжанов. В период кризиса регулирование ситуации в ГБАО, по словам Парвиза Муладжанова, требует дополнительных затрат с госбюджета на содержание командированных силовиков и содержание экономики области. Напряженность в ГБАО, отмечает собеседник, не позволяет правительству уделять достаточно внимания и ресурсов для мирного и эффективного разрешения других насущных вызовов и проблем, от которых зависит будущее нашей страны. А экономический обозреватель Нур Сафаров говорит, что Таджикистан в 2022 году становится объектом внимания стран, заинтересованных в сотрудничестве и влиянии в этой бедной стране. По его словам, на первом месте находится Китай, который, судя по тенденции, готов ежегодно вкладывать до $300 миллионов в Таджикистан. На втором месте Россия с ее военно-политическими интересами в регионе, а третье место между собой делят США, ЕС, Турция и Иран, ну и другие региональные игроки. Во внутренней
линии экономической политики Таджикистана продолжатся тенденции концентрации бизнеса и богатства в руках околовластной верхушки, что не может не беспокоить на фоне произошедшей ситуации в Казахстане. Также независимый политолог из Душанбе на условиях анонимности отмечает, что власти Таджикистана в свете текущих проблем с экономикой и безопасностью все больше становятся заложниками политики Москвы и Пекина. Отношения с западными партнерами существенно подпорчены. Чтобы рассчитывать на диверсификацию инвестиционных потоков, казахстанский прецедент дает надежду властям Таджикистана в случае возникновения угрозы прибегнуть к помощи Москвы. Дефицит финансовых средств, вероятно, будут заполнять китайскими вливаниями. Такая позиция в долгосрочной перспективе еще больше может ограничить политические возможности Душанбе. Возможно, в условиях скорого транзита такой выбор будет оправдан для властей, но без проведения реальных реформ любая будущая конструкция власти может быть обречена на провал, уверен эксперт. А как вы относитесь к таким словам и к тому, что все эксперты уверены в том, что в ближайшее время будет транзит власти? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Вот прям уже в ближайшее. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!